Конвенция о правах лиц с инвалидностью – это первый документ, который был принят на международном уровне, и при его разработке участвовали сами лица с инвалидностью, то есть чьи права он призван защищать. Главное отличие этого документа в том, что конвенция содержит перечень прав лиц с инвалидностью и механизмы их реализации. И главное отличие от национального законодательства и от предыдущих международных документов в том, что конвенция преследует именно по принципу правового подхода к проблеме инвалидности. В 2011 году Кыргызстан подписал эту конвенцию, а уже в 2019 году была осуществлена ратификация этой конвенции. К сожалению, прошло уже 2 года, и мы особо ничем не можем похвастаться по реализации норм конвенции. Потому что после ратификации конвенции был создан Совет по делам лиц с инвалидностью при правительстве Кыргызской Республики. Это главное, наверное, наше, то, что мы преуспели в этом деле. Даже не был принят план действий по реализации норм конвенции, который был уже давно разработан, но правительство его никак не утверждает. Не говоря о том, что на практике очень много есть сложностей при реализации прав в разных сферах. 2 слова про образование. Мы говорим о том, что мы внедряем инклюзивное образование. Но на самом деле про инклюзивное образование нам еще рано говорить. На практике никакой инклюзии в образовании нет. Есть у нас определенные фрагменты образования на дому, есть определенные фрагменты специального образования, имеется в виду в специальных учреждениях, но про инклюзию говорить, к сожалению, очень рано. В нашей стране не хватает политической воли по созданию условий для лиц с инвалидностью, потому что у высшего руководства нашей страны, к сожалению, нет достаточного понятия по созданию условий для лиц с инвалидностью. В этом году как раз год, когда мы должны отчитаться по реализации конвенции. К сожалению, нашему государству мало есть чем похвастаться. И мы со стороны гражданского общества будем готовить альтернативный отчет, который будет соответствовать реалиям в нашей стране. Сообщество лиц с инвалидностью в надежде, что наступит то время, когда Кыргызстан будет инклюзивным и доступным для лиц с инвалидностью и для всех категорий членов нашего общества в целом. И гражданское общество приложит максимум усилий для того, чтобы достичь этой цели.